Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. По приказу министра обороны генерал-полковника Беслана Цвижба в оборонном ведомстве страны уже 2 месяца функционирует общественная приемная. 4-й международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде. Пицунский фестиваль превратился в площадку для масштабного музыкального диалога, объединяющего страны и поколения. С мастер-классом на родину приехала абхазская балерина Кристина Чкотуа. Педагог Нижегородского театра оперы и балета давно мечтала провести в Абхазии свой собственный мастер-класс. Бадра Гунба встретился с участниками лагеря для детей соотечественников Ахиштрах. Глава государства отметил важность проекта, поскольку он дает возможность представителям абхазской диаспоры познакомиться с культурой и бытом исторической родины. Проект в этом году проходил в 3 этапа и объединил 225 молодых людей от 14 до 18 лет. Жители Абхазии и представители диаспоры из Турции, Германии и республик Северного Кавказа. Для них подготовили культурную и образовательную программы, поездки по достопримечательностям. Главная цель – укрепление связи абхазской диаспоры с исторической родиной, сохранение и популяризация национального языка, культуры и традиций среди молодежи. Апсны ета заджар, аджар изгвалашоз турых, аджар апепши изхуцо, абра шоқазара харахзы, каратыны котха шасшерстахоп избанагузер, хымпада хажлар рахотарных чахықазалаги, Түрктолома, Европома, Нхоцкавказома, харт янугзалаги, шарашкуисып шахауй, харахажлар, здысыз атурых до аудыра до хайюзшыз, хайхозшыз атурых, дуньхан яхваштыр қоладзом, ихяшара абрашара, яцыныко, хымпада, абре хайшыр, здейша, хайшыра, ануггара, шторых, шхашмырсква, ихнуғожгов, обрезылым галата вупа шасход. Сегодня 55-летний юбилей отмечает вице-президент республики Абхазия Беслан Бигвава. Его жизненный путь неразрывно связан с новейшей историей страны. В годы Отечественной войны народа Абхазии он с оружием в руках встал на защиту Родины, пройдя путь от бойца до второго лица государства. Именно в период работы Беслана Владимировича в должности главы администрации Учимчирского района проявились его качества как хорошего руководителя, оперативно решавшего насущные вопросы жителей и реализовывавшего важные социально-экономические проекты. В адрес юбиляра продолжают поступать поздравления. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Дмитрием Тарба. Председатель фонда проинформировал премьер-министра об итогах работы за первое полугодие 2026 года. Было отмечено, что все предусмотренные социальные обязательства фонда выполняются в полном объеме. На встрече обсудили новые формы подхода к обследованию, лечению и оказанию помощи инвалидам войны, своевременное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами. Владимир Делба поблагодарил руководство фонда за проделанную работу и подчеркнул, что инвалиды войны должны получать необходимую и качественную медицинскую помощь на территории Абхазии и за ее пределами. Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по вековечению памяти, изучению и сохранению научного и творческого наследия Станислава Лакоба. Члены комиссии поддержали предложение Вячеслава Чирикба о присвоении имени Станислава Лакоба одной из аллей, расположенных в парке Синоп. Комиссия обратится к руководству Академии наук Абхазии с предложением рассмотреть данный вопрос. Также члены комиссии обратятся в администрацию города Сухум с ходатайством о вынесении на рассмотрение собрания города Сухум вопроса о переименовании части Кадорского шоссе в аллею имени Станислава Лакоба. Комиссией был рассмотрен вопрос систематизации, сохранения и популяризации научного, публицистического и литературного наследия Станислава Лакоба, по итогам которого было принято решение о необходимости подготовки к изданию его полного собрания сочинений. Помимо издательских проектов, членами комиссии рассмотрены инициатива об учреждении регулярного научно-мемориального мероприятия
сухумских чтений, посвященных памяти выдающихся абхазских ученых, историка Олега Хухутовича Бгашба и Станислава Засимовича Лакоба. Убийство произошло в Гудауте. Отделом уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве жителя района Крия Элизбара Рудольфовича, 1986 года рождения. Сообщение о доставлении гражданина Крия с огнестрельным ранением в медучреждение поступило в дежурную часть Гудаутского РОВД примерно в 12:25 28 июля, где от полученных ранений Крия скончался. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. В настоящее время задержан Гагулия Денис Витальевич, 1986 года рождения, житель села Лыхны Гудаутского района. Следственно-оперативные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц продолжаются. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Лыхны Элизбара Крия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом Ж части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса. Комитет по государственно-правовой политике парламента рекомендовал к рассмотрению ряд законопроектов. В их числе поправки, направленные на защиту прав детей при судебных спорах между родителями. Документ регулирует вопросы определения места жительства ребенка и осуществления родительских прав до вступления судебного решения в законную силу. Также комитет поддержал законопроект об установлении должностных окладов председателей Конституционного, Верховного и арбитражного судов и поправки в закон об актах гражданского состояния, восстановлении абхазской национальной принадлежности и фамилии. Все законопроекты рекомендованы к рассмотрению на ближайшей сессии парламента. Состоялась рабочая встреча председателя службы государственной безопасности Республики Абхазия Дмитрия Дбар с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеславом Гладковым. Встреча носила ознакомительный характер и была направлена на установление личного контакта между сторонами, а также на выстраивание доверительного диалога по ключевым направлениям межгосударственного взаимодействия. В ходе беседы обсуждались возможные перспективы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, обмена информацией и координации действий по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран. По приказу министра обороны генерал-полковника Беслана Свижба в оборонном ведомстве страны уже 2 месяца функционирует общественная приемная. За это время в нее обратились десятки граждан с самыми разными вопросами и обращениями. Главный девиз общественной приемной – услышать каждого, помочь адресно. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. С 1 июня в военном ведомстве заработала общественная приемная граждан. За это время здесь приняли и детально разобрали обращения уже более чем 60 человек. В основном это те, кто сегодня больше всего нуждается в поддержке государства. Ветераны боевых действий, действующие военнослужащие и, конечно, семьи погибших героев. В соответствии с приказом министра обороны начала свою работу общественная приемная. Для удобства посетителей, значительная часть которых ветераны Отечественной войны народа Абхазии, приемная располагается на 1-м этаже Министерства обороны. С первых дней работы в своей должности министр обороны Беслан Свижба выделил ключевое принципиальное направление работы ведомства. Это прямая связь с людьми, открытость и оперативное решение их проблем. Такой подход стал прямым откликом на запрос президента Абхазии, который неоднократно заявлял о необходимости прямого и честного диалога между обществом и властью. Главной задачей общественной приемной считаю создание эффективной системы обратной связи между ведомством и обществом, обеспечивая тем самым максимально доступную и понятную коммуникацию. Теперь каждый гражданин может лично обратиться к уполномоченным должностным лицам по любым вопросам, входящим в компетенцию Министерства обороны. Люди обращаются с самыми разными, зачастую очень сложными и запутанными проблемами. Однако, как отмечают сотрудники ведомства, неразрешимых задач нет. Выход находится всегда. Наши специалисты дадут исчерпывающее разъяснение по вопросам военной службы, социальных гарантий, пенсионного обеспечения и другим направлениям. Мы ежедневно докладываем министру обороны информацию по всем поступившим обращениям для постановки задач должностным лицам и оперативному принятию решения.
Открытие приемной – это важный шаг к повышению прозрачности нашей работы и быстрому решению вопросов, которые волнуют людей. Каждый гражданин может лично обратиться к уполномоченным должностным лицам по любым вопросам, входящим в компетенцию Министерства обороны. График приема граждан ежедневно с 9 до 13:00. Каждое обращение регистрируется в единой системе учета. Заявитель получает обратную связь, а исполнение решения контролируется руководством министерства лично. Я обратился по личному вопросу к министру. Так сложилось, что нужно было к нему попасть. Как я понимаю, это нововведение с его присутствием, с его приходом на должность, открытие общественной приемной. Я очень приятно был удивлен, насколько удобно, быстро, оперативно ребята меня приняли, сопроводили. Вот ряд специалистов, людей, которые по моим вопросам со мной прошлись, подсказали, помогли. Это, я считаю, очень важная история и для Министерства обороны, и для тут всех присутствующих людей, которые приходят со своими проблемами, которым нужна какая-то помощь, оперативно встречают, оперативно помогают. Это сегодня большая редкость, мало где такая открытость, такой прием, такой объем специалистов, которые могут помочь по этим вопросам. Действительно очень необходимая история. Я считаю, что стоит и другим структурам брать на заметку, перенимать этот опыт. Действительно важная история для республики. Главный девиз общественной приемной Минобороны – услышать каждого, помочь адресно. Работа продолжается. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Вице-премьер Вараздат Минасян и министр сельского хозяйства Беслан Персхелия продолжают выездное изучение проектов, представленных в рамках государственной программы развития сельских территорий на 2026 год. 27 июля представители ведомства посетили села Псырц, Хабгархук, Лыхны, Дурипши, Отхара Гудаутского района, где были представлены инициативы по развитию переработки сельскохозяйственной продукции. Среди проектов переработка винограда, производство кукурузной муки, копчение продукции, изготовление сухофруктов и другие направления. В ходе поездки Вараздат Минасян и Беслан Персхелия ознакомились с производственными возможностями хозяйства, оценили перспективы реализации проектов и их соответствие требованиям госпрограммы. Проекты, прошедшие отбор по итогам выездного изучения, будут рекомендованы для дальнейшего рассмотрения конкурсной комиссией. Министерство сельского хозяйства объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора поставки следующих товаров: химические средства защиты растений для борьбы с болезнями, сельскохозяйственных культур, шины для тракторов различных моделей для нужд машинно-технологических станций Министерства сельского хозяйства. Подробности на сайте министерства. К другим новостям. Память детей, жертв войны в Донбассе почтили в Сухуме. В мероприятии приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Майя Цыбулевская, члены правительства, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, представители Россотрудничества и общественность республики. Организаторы представительства Россотрудничества в Абхазии, аппарат уполномоченного по правам ребенка в республике. Открывая мероприятие, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков отметил, что памятная дата связана с трагическими событиями в Горловке в 2014 году, после которых в ДНР было принято решение учредить День памяти невинно убиенных детей. Он также отметил, что в День памяти детей, жертв войны в Донбассе, правильно вспомнить обо всех детях, погибающих от рук ВСУ в Курской, Брянской, Белгородской областях. Вячеслав Гладков отметил, что понимает, почему в Абхазии сохраняется глубокая память о событиях 1992-1993 годов и сравнил ее с памятью о Великой Отечественной войне и страшных потерях. До назначения послом он возглавлял Белгородскую область и, по его словам, видел последствия происходящего своими глазами. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии также напомнил о недавних трагедиях в Старобельске и Запорожской области, где в результате атак Киева погибли дети. События в Старобельске, события несколько дней назад в Запорожской области, под домом отдыха погибшие дети. Мне хотелось бы говорить сегодня не только о детях Донбасса, а о всех детях, которые живут в новых регионах. Но у нас война идет, по факту война, и в традиционных регионах Российской Федерации, Курская, Брянская, Белгородской области.
Вот так получилось, что с начала момента специальной военной операции до мая этого года руководил регионом, который видел все это собственными глазами. Мы все слышим, когда происходит страшное событие, совсем другое их видеть. Вице-премьер Майя Цыбулевская отметила, что Абхазия чтит память каждого ушедшего ангела, потому что жизнь ребенка – самое ценное, что есть. Она напомнила, что Абхазия сама пережила войну и хорошо знает, что значит для ребенка потерять мирное детство. Я прекрасно помню тот день, когда на Белом мосту в нашем районе Турбазы почему-то стало совсем неуютно. Началась война. И наше детство, все было фактически похищено. Наши добрые дни. Каждый ребенок рожден для того, чтобы жить, радоваться, учиться. И то, что случилось в 2014 году, конечно, осталось просто таким шрамом, ссадиной в сердцах каждого человека. Уполномоченная по правам ребенка Максина Джинджория подчеркнула, что память о погибших детях особенно важна для народа, который знает цену миру. Уполномоченная говорила о необходимости сохранить память о невинных жертвах, о солидарности с жителями Донбасса и о том, что общество обязано защищать самых беззащитных, тех, кто не может защитить себя сам. Мы должны объединиться, государство, общество, каждый из нас для того, чтобы помочь этим детям, оказывать гуманитарную помощь, оказывать психологическую поддержку во имя тех детей, которые погибли, и во имя тех, кто выжили и будут жить. Мы должны сделать все, что от нас зависит. Присутствующим показали документальные материалы, посвященные погибшим детям Донбасса. От них невольно замирает сердце, и приходит еще большее понимание того, что у войны нет лица, и ей все равно, чью жизнь унести. Видя эти кадры, вы знаете, я вспоминаю моменты, которые как из фильмов, как из кино, но они были со мной, они были на моих глазах, где людей уничтожают по этническому признаку. Мы однажды проходили это. За их веру, за их русский язык, за их православные церкви, святыни, за их могилы. Наверное, ничего страшнее нет. Сейчас увидели тяжелые кадры, которые свидетельствуют о том, что, наверное, все-таки в 2022 году СВО было начато правильно. Именно видя это кадры, мы понимаем свою правоту, мы благодарны абхазскому народу за то, что он помогает нам в этой борьбе. И я уверен, что победа будет за нами. Война не выбирает, в кого стрелять. Но когда снаряды уносят детские жизни, это преступление, у которого нет никакого оправдания. Министерство обороны Республики Абхазия и все военнослужащие наших вооруженных сил выражают самые искренние и глубокие соболезнования родителям, родным и близким всех погибших детей. В рамках мероприятия состоялось открытие фотовыставки «Старобельск» и акция памяти с зажжением свечей. Айлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение. 4-й международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде. На сцене Государственного концертного зала Пицунского храма выступили выдающиеся исполнители классической музыки из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья. Глава государства Бадра Гунба и первая леди Абхазии Ирма Хашик стали главными зрителями этого вечера. Атмосфера яркого и торжественного вечера в репортаже Лауры Капш. В концертном зале Пицунского храма царит особая атмосфера ожидания. Зрители замерли в предвкушении, затаив дыхание. И вот, словно по мановению волшебной палочки, участники фестиваля появляются на сцене под бурные аплодисменты и восторженные взгляды публики. Вот и открылся 4-й международный музыкальный фестиваль. Пицунский храм, обладающий богатым культурным наследием, вновь стал центральной площадкой для этого события. На сцене выступили выдающиеся музыканты из Абхазии, России и ближнего зарубежья, представляя лучшие образцы классической музыки. Фестиваль открыл концерт композиции «Аллилуйя», исполненной Государственной хоровой капеллой Абхазии под руководством Надара Чанба. Художественный руководитель коллектива мастерски организовал выступление хора, наполнив древний храм торжественным и величественным звучанием, что задало тон всему фестивалю.
Под сводами Пицунского храма развернулось настоящее культурное событие. Глава государства Бадра Гунба и первая леди Абхазии Ирма Хашик стали главными зрителями этого вечера. Храм стал мостом между зрителями и музыкой, превращая звучание композиции в глубокое и насыщенное. В этот вечер прозвучали шедевры классической музыки – Моцарт, Рахманинов, Чайковский. Также состоялась мировая премьера хорового цикла Надара Чанба. 5 хоров на стихи русских поэтов 20 века. Дирижеры вечера Барас Куджба и Александр Соловьев. В концерте принял участие народный артист России, виолончелист Александр Князев. Первый день фестиваля завершился исполнением абхазских народных песен «Песня скалы» и «Походная». Просто потрясающе. Необыкновенно, замечательный просто концерт. Спасибо огромное всем, кто подарил нам этот праздник чудесный. Барас мой ученик, то есть наш ученик Сухумского музыкального училища. И когда вот возникла эта идея, мы, конечно, не могли его не поддержать. И поэтому мы наблюдаем с большим интересом, как этот фестиваль растет и крепнет. И то, что сегодня произошло на открытии, для меня это абсолютный какой-то феерический праздник. Вот просто сегодняшнее открытие самое мощное из всех тех, что я наблюдала за эти 4 года. Я уверена, это будет очень интересно, именно 4-й фестиваль. Мы в преддверии маленького юбилея, и я думаю, это будет очень важное событие. Каждому в Абхазии, и те, кто в гостях в Абхазии, советую стать частью этой истории. Зрители были в восторге, а участники фестиваля в непередаваемом счастье. Я принимал непосредственно участие в этом концерте, мне очень понравилось. Я впервые на абхазской земле, в этом замечательном городе Пицунде. Мне очень понравилось, надеюсь, что следующие концерты фестиваля меня очень порадуют. И хотелось бы вновь к вам приехать. С 27 июля по 1 августа время для встречи с музыкой. Зрителей ждет незабываемое музыкальное путешествие из 11 концертных программ. Вас ждут симфонические, хоровые, камерные и органные вечера, а также дебют Международного симфонического оркестра Пицунского фестиваля. Программа выходит за рамки привычных выступлений. На сцене камерный хор Московской консерватории, камерный оркестр и квартет имени Валентина Берлинского, а также государственная хоровая капелла Абхазии, художественный руководитель и генеральный директор этого культурного мероприятия Барас Куджба. В этом году у нас более 100 участников фестиваля приезжают. Это в основном наши коллеги из России, стран ближнего зарубежья. В этом году к нам приезжает камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель Александр Соловьев, он заслуженный артист Абхазии, заслуженный деятель искусств России, квартет имени Валентина Берлинского, камерный оркестр Вара Арте, также наша родная государственная хоровая капелла Абхазии. Вот как раз открываем концерт открытия. И главное, что в этом году мы сделали, это Пицунский фестивальный оркестр. Из более 40 участников, 3 больших программ. Ждем всех гостей. Пицунский фестиваль превратился в площадку для масштабного музыкального диалога, объединяющего страны и поколения. Среди партнеров и спонсоров фестиваля глава государства Бадра Гунба, представители власти и культуры Абхазии, благотворительные фонды и меценаты. Лаура Капш, Ахрамичба, Абхазское телевидение.
С мастер-классом на родину приехала абхазская балерина Кристина Чкотуа. Артистка балета и педагог Нижегородского государственного академического театра оперы и балета давно мечтала провести в Абхазии свой собственный мастер-класс. Воспитанники школы русского балета в Сухуме с нетерпением ожидали ее приезда. Участники мастер-класса получили уникальную возможность поработать с профессиональной балериной, узнать тонкости исполнительского мастерства и получить ценные рекомендации. О том, как прошел мастер-класс, в репортаже Налы Чинджерия. Батман Тандюм, Дими Плие. Эти движения наизусть знают только юные балерины. Маленькие ножки у балетного станка оттачивают плавные движения. В классе русского балета обучают будущих балерин и артистов балета. Сегодня у них не просто урок, ведь к ним с мастер-классом приехала артистка балета Нижегородского государственного академического театра оперы и балета Кристина Чкотуа. Провести на родине свой собственный мастер-класс артистка балета Кристина Чкотуа хотела давно. И вот мечта ее привела в балетный класс, где ее с нетерпением ждали воспитанники балетной школы. Юные танцоры получили возможность поработать с профессиональной балериной, узнать тонкости мастерства и приобрести новые знания. Я на балетный класс хожу 3 года. Я сама захотела, по своему желанию, захотелось тоже танцевать красиво и выступать на сценах. Сначала мы разминаемся, потом прыгаем, а потом уже встаем на танцы. Иногда делаем станок. Какое твое любимое движение в балете? Рондон, жамп-порте и фраппе. Это круговые движения левой и правой ногой. Сама Кристина 8 лет училась в Академии русского балета имени Вагановой. Получила диплом артиста балета и педагога и в настоящее время работает в балетной труппе Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. В ее репертуаре партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица» и многие другие. Я надеюсь, все пройдет хорошо и я смогу заинтересовать детей в этом непростом деле. И надеюсь, они вынесут какой-то урок сегодня. Чтобы показать нашим детям, что балет — это интересно, что это очень красивое, но в то же время сложное искусство, и чтобы немного заинтересовать наших детей. У меня с каждым годом появляется все больше и больше партий, о которых я мечтаю, хотелось бы станцевать. Но из актуальных на данный момент это, наверное, адажио из балета «Эсмеральда», адажио Дианы Актеона. Очень яркий балет с множеством сложнейших техничных элементов. Вот. И на данный момент это, наверное, самая актуальная моя мечта. Желание у меня не отбилось. Хочу танцевать, хочу продолжать заниматься этим делом. Я им горю с детства. Я очень надеюсь, что по завершению танцевальной карьеры я смогу сделать что-то подобное, открыть здесь школу, студию и готовить наших деток к этой профессии. Школа русского балета работает на базе Центра раннего развития и творчества Wonder Kid балет. Здесь изящному балету обучают детей с 3 лет, возрастная категория до 13 лет. Первый мастер-класс состоялся еще в те годы, когда она была студенткой училища Вагановского, а сейчас она уже большой профессионал и такая путеводная звезда для наших деток. Я уверена, что им не хватило, им все хочется еще больше и увидеть, и узнать. И я думаю, что их пути обязательно сойдутся, если девочки выберут направление балета. Мастер-класс от балерины Кристины Чкотуа посетили вице-премьер Тарач Хакба и министр культуры Даурковы. Они поблагодарили Кристину, отметив значимость подобных творческих встреч для развития молодых талантов. Также Даурковы предложил Кристине Чкотуа провести для абхазских артистов балета мастер-класс за пределами нашей страны.
Балетное направление у нас, к большому сожалению, не развито. Вы у нас единственная звездочка, которая сегодня достигла уже серьезных результатов. И сегодня вы уже готовы преподавать то, что мы сегодня и видим. И поэтому, когда видишь, что дети занимаются этим направлением, и спасибо организаторам, спасибо тем, кто с детьми занимается, я думаю, что нужно будет нам всем серьезно подумать, как это направление уже на более профессиональном уровне развивать. Даур Вадимович это уже несколько раз сказал. Всеобщими усилиями будем стараться непосредственно данное направление развивать. Даур Вадимович, еще раз вам огромное спасибо за организацию, вашей большой команде. Куранда вам за предоставленную такую возможность. Одно дело, когда ты находишься в помещении, занимаешься там перед станком, перед зеркалами. Другое дело, когда ты видишь, ради чего ты это делаешь. То есть увидеть, повести, может, детей на какой-то балет, не знаю, организовать там какой-то мастер-класс, чтобы они немножко другое увидели. Да. Я думаю, мы могли бы совместно с российскими коллегами проговорить такую историю, такую возможность и подготовить группу детей. И я думаю, во-первых, это их очень серьезно вдохновит, чтобы они понимали, ради чего вообще все это делается. И я думаю, что мы сможем организовать такое мероприятие. Я считаю, что это просто прекрасная идея. Кто же в детстве не мечтал стать балериной? Но пройти этот сложный путь удается не каждому. Возможно, среди этих юных балерин есть еще одна будущая звездочка балета, которая ярко зажжется над Абхазией. Нала Чинджерия, Камила Джопова, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 29 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен кратковременный дождь локального характера, гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 23-28 градусов, температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.